14 сентября 2017 года мы открыли благотворительный фонд «Услышь меня». Тогда у членов фонда было много проблем. Все они были из отдаленных регионов. Мы нуждались в услугах профессиональных сурдопереводчиков, которые смогли бы правильно донести наши просьбы властям. У лиц с инвалидностью язык жестов другой, у нас другой мир. И поэтому по просьбе ребят мы решили создать этот фонд. Я хочу поменять параметры отношений лиц с инвалидностью с обществом, чтобы они знали свои права и возможности. И, конечно же, мы предлагаем ввести язык жестов в Конституцию, как и в других странах, чтобы нам легко было общаться с чиновниками и руководителями общественных организаций. На сегодняшний день у нас до сих пор нет офиса. Такой практической помощи от государства еще не получили. Безусловно, мы стараемся, пишем заявления, обращаемся, а ведомства только и занимаются отписками. Мы в прямом смысле слова сидим на улице и при этом оказываем помощь совершенно бесплатно. Нам никто не платит зарплату. Вот у меня в семье 13 братьев и сестер, из них 5 имеют инвалидность. Есть говорящие братья и сестры, которые получили высшее образование и работу по профессии, а мы не можем, мы закончили только спецшколу. Сейчас работают профлицеи для глухих и слабослышащих, но получить после окончания лицея работу просто невозможно, их никто не берет на работу. Правоохранительные органы, суды и другие организации не уделяют внимания на нас. Не скажу, что у нас все плохо, есть, конечно, небольшие успехи. Я смотрю на ребят, и у меня душа болит. Мы хотим быть на уровне с говорящими, не отставать от них. Вот мы в среднем получаем соцвыплаты в размере от 4500 сомов. Но сами подумайте, на что эти средства будут хватать? Порой они не покрывают даже коммунальные услуги. К примеру, в Казахстане улучшается спортивная деятельность инвалидов по слуху. У них на одной площадке обсуждаются проблемы ЛОВЗ с госорганами. Меня тоже приглашали в соседнюю страну, чтобы посмотреть, в каких условиях они живут. Но, к сожалению, из-за пандемии и финансовых проблем я не смогла поехать. У меня есть одна мечта, чтобы мы все, лица с инвалидностью, научились грамотно общаться, грамотно вести себя, чтобы язык жестов развивался, начиная со школьной скамьи. Если государство будет помогать нам с работой, то мы, в свою очередь, будем работать хорошо и честно.